Бзирешимыз акырьяпсо с коллегаша, бзилаша бейт хасасша. Алхрат комиссия хада пресс-центр аусура яцнецой. Хаку папса телехопшира аканалача ус хуит ишьяшу ицо айфирова. Здравствуйте, дорогие коллеги, добро пожаловать, уважаемые гости. Пресс-центр из Центральной избирательной комиссии продолжает свою работу. Мы в прямом эфире на канале Абхазской государственной телерадиокомпании. Сегодня с вами я, Алиса Шампа. Итак, на парламентские выборы в качестве наблюдателей были приглашены наблюдатели из ЦИК России, Приднестровской Молдавской Республики, Луганской Народной Республики, Южной Осетии, Госдумы и Совета Федерации России, Общественной палаты Российской Федерации. Коллеги, сейчас слово предоставляется состав делегации Государственной Думы. В составе Затулина Константина Федоровича, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции, связям с соотечественниками, Ющенко Александр Андреевич, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связям, Лантратова Яна Валерьевна, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению, Паниш Каплан Мугдинович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, Ткачев Антон Олегович, член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Константин Федорович, вам слово. Спасибо большое. Прежде всего хочу поздравить абхазский народ, граждан Абхазии с погожим днем и с завершением первого тура выборов в парламент республики. Прежде всего хотел бы сказать, что наша делегация наблюдателей за выборами в Абхазии от Государственной Думы России, конечно же, вчерашний день провела на избирательных участках, и не знаю, следует ли это считать нашей недоработкой, или на самом деле, что скорее свидетельством хорошей организации избирательного процесса, но замечаний к выборам у нас на самом деле нет. Мы побывали на 18 избирательных участках: в Сухуми, в Гулерипском, Ачамчирском районе, в Новом Афоне. Мы знаем, что наши коллеги из Совета Федерации, из Общественной палаты, из Парламентского собрания России и Беларуси, Союзного государства России и Белоруссии были и в других районах республики. Мы с ними тоже контактировали. И при всей придирчивости и желании найти на обратной стороне вышивки какие-то узлы, мы этого не отмечаем. Обстановка, несмотря на вчерашнюю ненастную погоду, была очень спокойная, дружелюбная. Наблюдатели, которые присутствовали на каждом избирательном участке от кандидатов, все дружно в один голос утверждали, что никаких замечаний у них, никаких жалоб у них нет. Мы слышали, что вот на одном из участков, насколько я знаю, такие жалобы были, но мы, к сожалению или к счастью, там не были и не можем это комментировать. Знаем о предварительных результатах, которые, вот, насколько мне известно, будут официально объявлены через некоторое время здесь, в пресс-центре. И мы не будем на себя брать роль людей, которые предвосхищают официальные итоги. Ну, я хотел бы в целом поздравить с тем, что выборы состоялись, несмотря, повторяю, не на обстоятельства погодные, несмотря на тревожные дни, которые переживает Абхазия. Я хочу это отметить вместе с Россией. Мы успели застать митинг, который проходил 11 числа, и мы, я хочу сказать, благодарны абхазскому народу, всему населению Абхазии за солидарность с Российской Федерацией, которая проходит через очередное испытание в своей истории в ходе специальной военной операции на Украине.
Мы, честно вам хочу сказать, очень ценим чувства, которые выражены были здесь людьми, и которые выражались не только на митинге, но и в ходе вчерашнего этого мониторинга, в разговорах, в желании поддержать, в желании чем-то помочь и так далее. Надеюсь, мы справимся, но в любом случае это важно. Мне кажется, что в какой-то мере такая общая тревога сплотила и политические партии, политические движения в Абхазии. Мы знаем о том, что еще совсем недавно было много волнений, было много переживаний в связи с выборами. Но вчера такое впечатление, все это ушло в прошлое, и в ходе самих выборов люди голосовали. Довольно высокий, насколько я понимаю, для парламентских выборов процент участвующих. То есть очевидно, что планка абхазского законодательства 25% необходима для признания выборов состоявшимися, она была превышена, значительно превышена. И это, конечно, серьезный результат. И мы поздравляем новый состав избирательной комиссии, руководство избирательной комиссии с тем, что они сумели все это организовать. Мы знаем, что первым туром дело не ограничится, в отличие от России, где все происходит в день голосования и окончательное решение принимается сразу. В Абхазии более демократичные нравы, второй тур будет, и я не знаю, может быть, кто-то из нас, если будет такое приглашение, тоже примет участие в качестве наблюдателей в этом втором туре. Но это впереди, насколько я понимаю, 26 марта. А в том, что касается выборов, хочу поздравить тех кандидатов, которые уже прошли в депутаты парламента. Хочу пожелать успеха тем, кто продолжит борьбу во втором туре. И хотел бы сказать тем, кто проиграл на выборах, что жизнь, конечно, на этом не заканчивается. Вы приобрели зато опыт, представление о том, как надо бороться за голоса, что еще надо учесть для того, чтобы в следующий раз победить. Я это могу сказать, что жизнь на этом не кончается. Я 5-й раз депутат Государственной Думы. Я участвовал во всех, за исключением позапрошлого созыва, во всех выборах, которые были в Государственную Думу, а их было всего 8. В 7 я участвовал, 5 раз я выигрывал и 2 раза я проигрывал. И поверьте, если ты проигрываешь, это иной раз тебе дает гораздо больше, чем в тех случаях, когда ты выигрываешь, для твоего дальнейшего развития как политика, как общественного деятеля. Вот это я хотел бы сказать. Мы желаем успеха новому составу парламента. У нас еще, наверное, будет возможность это повторить и после второго тура, и когда он соберется для того, чтобы на свое заседание первое. В остальном, наверное, мне следует сказать, что не было сказано нашей уважаемой ведущей, она представила нас в наших должностях, но я хотел бы заметить, что здесь представители всех фракций Государственной Думы. Я представляю фракцию «Единая Россия», Яна Лантратова, фракцию «Справедливая Россия за правду», Александр Ющенко, фракцию КПРФ, Антон Ткачев, фракцию «Новые люди» и Каплан Панеш, Либерально-демократическую партию России. То есть все фракции Государственной Думы прислали своих представителей. Несмотря на довольно тревожное время, которое мы переживаем, в том числе и в Государственной Думе, мы сочли, что мы не можем в этот момент проигнорировать приглашение от парламента Абхазии и должны в этот день принять участие как наблюдатели для того, чтобы выборы эти выглядели со всех точек зрения легитимными и законными. Я хотел бы спросить коллег, если кто-то хотел бы добавить, пожалуйста, сказать что-то от себя. Пожалуйста. Спасибо большое. Я хочу добавить то, что выборы прошли с соблюдением всех карантинных мер. Я хочу добавить, что выборы прошли с соблюдением всех карантинных мер. Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, на каждом участке мы видели, что они были обеспечены масками, перчатками, санитайзерами. Более того, абсолютно на каждом избирательном участке, который мы посетили, нам удалось пообщаться и с наблюдателями, и с председателями комиссий, и с людьми.
И никаких нарушений, ну, во всяком случае, на тех участках, где мы были, нами не было зафиксировано. Но что я хочу отметить от себя, действительно, и люди, когда узнавали, что мы депутаты Государственной Думы Российской Федерации, они к нам подходили и спрашивали о ситуации, которая происходит в мире. Они делились мнениями, они переживали. И я повторюсь, что хочу здесь сказать не только как политик, но и как женщина, и как мать, что я благодарна народу Абхазии за то, что вы рядом с нами в такое непростое для нашей страны время. Спасибо. Да, пожалуйста. Уважаемые друзья, присоединяюсь к поздравлениям граждан Абхазии с проведением таких открытых демократичных выборов, потому что модель выборов, которые происходят в Абхазии, на мой взгляд, может являться примером для многих. Все те процедуры, которые проходят на этих выборах, ну, кроме восхищения, в общем-то, ничего не вызывает. Открытость, конкретность и абсолютно отсутствие какого рода возможной фальсификации во время подсчета. Это первое. Второе. Я желаю быстрее сформировать, когда проведен второй тур, будет сформирован парламент, я уверен, будет сформирована группа по взаимодействию с парламентом России, группа дружбы, которая у нас в Государственной Думе, она работает. И я думаю, что у нас очень много вопросов в нынешней геополитической ситуации, которая определила новые вызовы в мире. И я думаю, что эта ситуация позволит нам совместными усилиями сделать те более усиленные интеграционные процессы, в том числе экономической, политической, во взаимоотношении России и Абхазии. Есть очень много проблем, которые необходимо обсуждать. Это в том числе более простое, более, скажем так, упрощенный способ прохождения границы, взаимодействие экономических взаимоотношений по реализации сельхозпродукции и развития туризма в Республике Абхазия, который имеет огромный потенциал, а сегодня в Российской Федерации это направление будет очень востребовано. Поэтому я желаю успеха, проведения второго тура и сформирования группы дружбы, которая будет активно взаимодействовать с представителями российского парламента. Спасибо. Спасибо. Есть еще у кого-то желание? Пожалуйста, наверное, вопросы. Коллеги, если есть вопросы, только очень коротко. Вопросов нет, как я понимаю. Уважаемые наблюдатели, спасибо вам большое за внимание. Я еще раз напоминаю, что это была делегация Государственной Думы, как Константин Федорович уже заметил, представлены представители всех фракций Государственной Думы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Успех. Удачи вам. Всего доброго. Уважаемые коллеги, я приглашаю представителей Общественной палаты Российской Федерации. Прошу. Так, я напоминаю, что сейчас слово предоставляется наблюдателям из Общественной палаты Российской Федерации.
Значит, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК, заместитель председателя Координационного совета Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Булгакова Алена Валерьевна, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Зорин Владимир Юрьевич, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК Холодов Александр Львович. Вам слово. Да, можно начинать. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, еще раз вторично мы счастливы поприветствовать вас в этом зале, увидеть всех вас и поблагодарить, во-первых, за такое теплое освещение нашего визита. Буквально каждый шаг был освещенный. Это очень важно для нас, потому что мы приехали и работаем желанием не только исполнить миссию свою выборную, но и укрепить отношения, взаимодействие с Общественной палатой Республики Абхазия. Но здесь до меня выступал Константин Федорович. Есть такая функция, как если ты хочешь, чтобы тебя цитировали, выступай первым, если ты хочешь, чтобы тебя запомнили, выступай последним. Но в данном случае я не могу не процитировать или поддержать те оценки, которые были даны и в его выступлении, и в реплике коллег. Действительно, выборы соответствуют международным стандартам, они соответствуют закону о выборах республики, они отвечают всем демократическим требованиям, которые есть сегодня у нас в самой продвинутой части общества и государств с общественной жизнью. Хотелось бы также отметить, мы уже говорили об этом, что нам очень понравилась обстановка на избирательных участках, которая была очень организованной, очень спокойной, профессиональной, и в деталях, и в любых вопросах. Мы так договорились, что члены нашей делегации общались с разными категориями присутствующих здесь. Кто-то с доверенными лицами, кто-то с руководством, кто-то с людьми, отвечающими за безопасность. И чувствовалось, что была проведена большая работа с членами участковых избирательных комиссий, окружных комиссий. Это тоже, на наш взгляд, очень важно. Особо мы хотели бы отметить внимательное отношение к наблюдателям. Здесь есть своеобразная специфика, я думаю, коллеги отметят ее, но она состоит в том, что, как бы, знаете, мы часто бываем на выборах. Иногда даже международные наблюдатели, и то не очень желанные гости. А здесь отношение было к наблюдателям очень позитивное. Мне очень понравилась беседа на самом крупном участке, где 9 человек, библиотека. Я говорю, ну как же вот так вот у вас тут столько кандидатов, как вы тут? У нас, говорит, все замечательно. Мы, говорит, узнали столько замечательных людей, с которыми раньше не очень общались, и очень рады, что у нас вот такой участок и такой округ. И эта вот атмосфера, я знаю, что не все выборы там исторически бывали спокойными, но в данном случае это был, еще раз хочу сказать, стандарт, это была высокая корректность, и мы работали в очень комфортных условиях. Ну и еще я хочу поддержать Константина Федоровича, он очень опытный человек и хорошо здесь известен, в той оценке, которую он дал на работу новому составу Центральной избирательной комиссии. И мы знаем, что она обновилась, что пришли новые люди сюда. И я думаю, что вот это испытание или этот экзамен выдержан с честью, мы теперь можем быть спокойны за любые выборы, которые будут проводиться
в Республике Абхазия. Спасибо, коллеги, поддерживают. Да, то, пожалуйста. Уважаемые наблюдатели, спасибо за столь высокую Не, мы оценку. продолжаем еще. Да. Пожалуйста. Да. Но мы же говорили, что как сделал Константин Федорович, так. Микрофон. Я могу подключить. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, мы не представляем парламентские партии. Просто хочу напомнить, что общественная палата формируется из людей, которые по положению не могут быть членами политических партий или государственными чиновниками. Поэтому мы представляем гражданское общество, и нам достаточно интересно всегда наблюдать, как гражданское общество в других странах, где мы бываем в качестве наблюдателей, оно вот относится к такому важному процессу, как выборы. Но тут просто хочется добавить о том, что вот много рассказали об избирательных участках во время их работы, во время проведения выборов, а мы вчера обратили внимание, как оперативно и как, в общем, слаженно работали члены избирательных комиссий после закрытия участков. Это достаточно важный процесс, когда очень четкое было взаимодействие членов избирательных комиссий и наблюдателей, присутствовавших на этих комиссиях. И в условиях погасшего электричества. Да, вот это, кстати, когда внезапно погас свет, мгновенно включились, значит, мгновенно включились резервные источники в виде таких фонарей и так далее, работа не прекращалась ни на минуту. То есть, на самом деле, процесс достаточно хорошо хорошо организованный, хорошо по регламенту выполненный на все, в общем-то, вот с точки зрения, нет никаких претензий к тому, как проводился этот процесс. Поэтому и самое главное, было полное понимание между работниками территориальных избирательных комиссий участковых, которые были, и представителями наблюдателей от кандидатов, которые там были. То есть был такой совершенно четкий деловой такой алгоритм по работе, и, в общем, это достаточно такая интересная, очень важная вещь. Поэтому еще раз хочется поздравить всех, потому что это крупные события, действительно, в любой стране, то есть поздравить с тем, что выборы состоялись. И отдельная, конечно, большая благодарность. Мы здесь просто ездим и видим машины со знаком Z. Да. То есть, да, значит, отдельная благодарность жителям Абхазии за ту поддержку, которую они оказывают сейчас в настоящий момент в нашей стране. Спасибо. Спасибо. Мы были на 14 участках и на открытии, и на закрытии. Коллеги, рада всех приветствовать. Хочу поздравить с окончанием основного дня голосования и перед. Вчера мы буквально докладывали тоже о ситуации на участках, которые мы посетили. Мы старались максимально подойти разумно и на паритетных основаниях к выбору участков, для того, чтобы максимально охватить все округа, которые есть на территории республики. И очень важно, что меня удивляет, что здесь нет страха вторых туров. Хотя достаточно четко законодательство регламентирует относительно и порога явки 25%, насколько известно, порог явки преодолен во всех округах, но при этом также 50% поддержку нужно заручиться 50% поддержкой для победителя. Хочется отметить, что, безусловно, очень четко выстроена работа с наблюдательским сообществом. Мы вчера об этом говорили, о том, что наблюдатели занимают активную позицию, не являются пассивным участником избирательного права и процесса, а все-таки они вовлечены максимально в работу, не только с начала открытия участков, но и с начала работы участковой избирательной комиссии. Это немаловажно, потому что когда мы пришли на первый участок, в момент открытия мы увидели бурную работу, когда действительно наблюдатели сами вовлечены в процесс. И все представители, все кандидаты, все представители всех политических сил, все кандидаты, они действительно направляют своих людей на избирательные участки для того, чтобы обеспечить максимальный контроль и гласность избирательного процесса. Но при этом, наверное, из пожеланий, которые мы бы хотели вынести и с коллегами обсудить из Общественной палаты Республики Абхазия, это все-таки системная работа с молодежью, потому что по нашей практике у нас очень много проектов делается и по привлечению молодых людей в члены избирательной комиссии, есть молодежные избирательные комиссии практически при каждой избирательной комиссии субъекта, при этом есть и союз молодежных избирательных комиссий, это именно тот резерв из числа молодых
молодых ребят, которые так или иначе хотят связать свою жизнь с избирательным процессом. И уже сейчас есть успешные кейсы, когда молодые ребята, которые приходят в МИКи, так называемые молодежные избирательные комиссии, после становятся уже членами избирательных комиссий субъектов. Это действительно очень хороший социальный лифт, который позволяет и взращивать кадры, и все-таки такой институт наставничества занимать и выполнять в первую очередь роль воспитывающую, потому что разрыв связки между образованием и воспитанием играет все-таки одну из ключевых ролей. Ну и не могу сказать из ключевых ролей там, в причинно-следственной связи вот таких относительно сейчас, что мы наблюдаем в эпоху постправды, недоверчивых взглядов со стороны молодежи. Мы вот, кстати, недавно в Общественной палате проводили тоже обсуждения, связанные с изучением молодежной среды. Кому интересно, можем тоже поделиться материалами. И, безусловно, очень широко развито общественное наблюдение. И вот я думаю, что следующим нашим шагом нашей делегации Общественной палаты Российской Федерации станет обмен мнений с коллегами, потому что вот эти 2 дня мы очень плотно работали с Общественной палатой Республики Абхазия, совместно выезжали на участки в составе 2 мониторинговых рабочих групп, что позволило максимально конструктивно подойти к обмену опытом, который может быть в этом направлении. Коллеги, желаю вам удачи, спасибо за теплый прием, будем рады видеть вас наблюдателями на наших выборах, аккредитованными представителями СМИ, ну и будем рады также осуществлять дальнейшее взаимодействие. Очень тяжело что-то добавить уже после того, как так много сказали коллеги, но буквально небольшой штрих. Хочу добавить. Я обратил внимание на то дружелюбие, которое вообще на избирательных участках происходило, потому что, например, большой избирательный участок, 9 кандидатов, 9 представителей этих кандидатов в качестве наблюдателей, и вроде как они все с разными задачами здесь, да, то есть каждый хочет, чтобы победил его кандидат, наверное, иначе зачем он стал наблюдателем и стал ему помогать. И даже в каких-то таких критических моментах вот очень показательно был тот момент, когда отключился свет на избирательном участке, да, то есть вот причем отключился в самый неподходящий момент, когда вытащили бюллетени, еще не посчитали, они разложены на столе, да, то есть после того, как свет включился, могло произойти что угодно, да, то есть нету бюллетеней на столе, или часть куда-то пропала, или появились вдруг там 1000 лишних бюллетеней, да, вот все что угодно могло произойти, и здесь вот такая вот дружная работа и членов избирательной комиссии, и наблюдателей, просто мгновенно зажглись фонарики на сотовых телефонах у всех, и через там несколько секунд уже включились заранее заготовленные лампы. Это показывает, что несмотря на то, что была такая жесткая конкуренция именно на этом избирательном участке, все в первую очередь были нацелены на честный результат, все защищали этот честный результат, и все хотели, чтобы было именно правдиво посчитано бюллетени и победил сильнейший. И вот здесь как бы стоит, может быть, даже нам поучиться немного этому, потому что зачастую мы уже видим, что наблюдатели часто приходят на избирательный участок с воинственной позиции. А здесь вот это вот дружелюбие и старание помочь всем, и старание помочь процессу, это то, с чего следует, наверное, брать примеры, и, наверное, мы будем всем рассказывать, как дружелюбно в Абхазии проходят выборы. Ну, еще один момент, на который мы не можем не обратить внимание. 3 члена Общественной палаты республики участвуют в выборах в качестве кандидатов в депутаты. И, насколько я знаю, по-моему, 2 даже прошли во 2-й тур. Ну, у нас в России в этом году, в прошлом году, вернее, на прошлогодних выборах 15 человек выдвигалось, да, и 11 прошло в Государственную Думу. Так что очень хорошая тенденция, надеемся, что она будет развиваться и здесь, в Братском. Даже назвали отдельной фракцией гражданского. Да, даже у нас есть такая фракция, да, условно. Спасибо большое, здоровья, счастья, мира, благополучия, и спасибо еще раз за поддержку нашей операции по Республике Украина. Спасибо. Уважаемые наблюдатели, спасибо за столь высокую оценку. Коллеги, если есть вопросы, прошу.
Спасибо. Я напоминаю, что это были наблюдатели от Общественной палаты Российской Федерации. Спасибо. Всего доброго.
Дорогие телезрители, пресс-центр Центральной избирательной комиссии продолжает свою работу. И настало время сообщения от председателя Центральной избирательной комиссии Маршан Дмитрия Зурабовича. Дмитрий Зурабович, прошу, расскажите нам о ходе прошедшего голосования, были какие-то нарекания и об итогах прошедших выборов. Добрый день, уважаемые журналисты, гости наши. Хотелось бы проинформировать вас о предварительных итогах голосования выборы Народного собрания Республики Абхазия. В целом выборы состоялись. По Республике Абхазия 51,2% явки было за вчерашний день. Это говорит о том, что более чем достаточно, потому что порог явки 25% на выборах в депутаты Народного собрания. Проголосовало более 50%. Поэтому можно сказать, что выборы состоялись. Вот. Более детально по округам хотелось бы вас проинформировать, для того, чтобы озвучить победителей и тех, кто вышел во второй тур. Так. По городу Сухум. Проголосовало по первому округу 2121 человек, избиратель. Это что составляет 40,52%. Во второй тур вышли Гицба Инар Альбертович и Квициня Гунда Сергеевна. По округу номер 2, Новый район, проголосовало 1510 избирателей, что составило 28,3%. Во второй тур вышли Герхеля Астамур Баталович и Халбат Дмитрий Гаревич. По округу номер 3, Старый поселок, проголосовало 1853 человека, что составило 36,69%. Во второй тур вышли Думава Хына Владимирович и Салакая Нарсов Бесланович. Округ номер 4, Северный, проголосовало 2005 человек, что составило в процентном соотношении 52,9%. Во второй тур по данному округу вышел Айба Батал Эдуардович и Рштуни Эрик Сагателович. Округ номер 5, Синопский. По данному округу баллотировался один кандидат, за него проголосовало 1902 человека, что в процентном соотношении составило процент явки 47,5%. 98% за него проголосовало, так как там был один кандидат. Округ номер 6, Центральный. По данному округу проголосовало 2697 человек, что составило 48,6%. По данному округу во второй тур прошли Лолла Рауль Валерьевич и Маршаня Дмитрий Александрович. По округу номер 7, библиотека, проголосовало 2651 человек, что в процентном соотношении 48,9%. Во второй тур вышли Айба Рашида Азаретовна и Какаля Амиран Георгиевич. Округ номер 8, Маякский, проголосовало 2008 человек, в процентном соотношении 49,2%. Во второй тур вышли Губаз Леон Ривазович и Норманья Наур Геннадьевич. Округ номер 9, Восточный. Проголосовало 2181 человек. Выиграл Кварч Акан Валерьевич. Набрал 53%. Гагрский район. По округу номер 10, Пицунский. 1329 человек проголосовало, в процентном соотношении 30,4%. Здесь также был один кандидат, он прошел,
Хутаба Дауд Витальевич набрал 98%. Округ номер 11, Бзыбский, проголосовало 2099 человек. В процентном соотношении 39,7%. По данному округу выиграл Бея Тимур Абисалонович, набравший 77%. Округ номер 12, Гагарский. Проголосовало по данному округу 2444 человека, что составило 53,8%. По данному округу выиграл Аршба Астамур Борисович, который набрал 51,15%. Округ номер 13, Гагарский, городской. По данному округу проголосовало 3054 человека, что составило 43,7%. Во второй тур в данном округе вышли борцы Салхаз Валикович и Беня Риваз Шалвович. Округ номер 14, Цандрыбский. Проголосовало 1882 человека, в процентном соотношении 34,5%. Там также был один кандидат, который набрал 96,65%, это Трапезанян Галуст Парнакович. Гудаутский район. Округ номер 15, Атхарский. Проголосовало 2058 человек, что составило 69,3%. По данному округу во второй тур вышли борцы Салмасхан Эдуардович и Пилья Бадрик Игоревич. Округ номер 16, Дурыбский. Проголосовало 1949 человек, в процентном соотношении 48%. Выиграл Халваш Беслан Викторович, который набрал 79%. Округ номер 17, Лыхнинский. Проголосовало 2101 человек, 55,7%. Выиграл Лакоба Аслан Султанович, который набрал 63,49%. Округ номер 18, Гудаутский городской, номер 1. По округу проголосовало 1813 человек, что составило 49,1%. Вышли во второй тур. Так, здесь в данном случае второго тура не будет, будут повторные выборы, потому что ни один из кандидатов не набрал большинства, так как из числа проголосовавших в этом округе не было ни у одного 50+1. Будут повторные выборы по данному округу. Округ номер 19. Проголосовало 1645 человек, в процентном соотношении 51,7%. Выиграл Хакба Алхаз Исметович, который набрал 58,48%. Округ номер 20, Ацинский. По данному округу проголосовало 2653 человека, в процентном соотношении 69,8%. Во второй тур вышли Гулария Алиса Зауровна и Мархуля Рустам Гаревич. Округ номер 21, Новоафонский. Проголосовало 1562 человека, в процентном соотношении 59,9%. Во второй тур вышли Пачуля Ахра Георгиевич и Смыр Натали Викторовна. Сухумский район. Округ номер 22, Ишерский. Проголосовало по двум участкам 1185 человек, что составило 52,8%. Данных по ПСХу пока нет. Но во второй тур уже, учитывая количество проголосовавших ПСХу, не влияет на количество. В итоге вышли во второй тур Ардзумба Алмазхан Зурабович и Авизба Фазлыби Лизбертович. Общее число
проголосовавших в СХУ не может влиять на количество избирателей в данном округе в целом, по набравшему количеству. Округ номер 23 проголосовало 1936, что составило 58,5%. Здесь выиграл Галустян Левон Миружанович, который набрал 52,69%. По Гульрыбскому району. Округ номер 24, Пшапский. По округу проголосовало 1637 человек, что составило 48,8%. По данному округу выиграл Минасан Ашот Ваграмович, который набрал 64,57%. Округ номер 25, Мачарский. Проголосовало 2582 человека, что составило 49,6%. По данному округу выиграл Сацбайнар Астикович, который набрал 50,89%. Округ номер 26, Дранский. По данному округу проголосовало 2303 человека, что составило 58,3%. По данному округу выиграл Харази Адгур Рафетович, который набрал 50,28%. Ачамчирский район. Округ номер 27, Ваславский. По данному округу проголосовало 1467 человек, что составило 61,9%. В данном округе выиграл Бебия Винори Яковлевич, который набрал 65,85%. Округ номер 28, Губский. По данному округу проголосовало 1599 человек, что составило 73,6%. Во второй тур в данном округе вышли Гогия Димур Русланович и Какубава Тенгиз Рудикович. Округ номер 29, Члоуский. Проголосовало 1805 человек, что составило 72%. Во второй тур вышли Акаба Алмаз Даурович и Тарба Астамур Адикович. Округ номер 30, Кутольский. Проголосовало 1734 человека. В процентном соотношении 70,4%. Выиграл Гуланзе Вахтанги Владимирович, который набрал 58,2%. Округ номер 31, Кындыкский. По округу проголосовало 1667 человек. В процентном соотношении 70,8%. Выиграл Зантария Резу Платонович, который набрал 56,39%. Округ номер 32, Ачамчирский. Проголосовало 2072 человека. В процентном соотношении 50,5%. Во второй тур по данному округу вышли Джопу Абатал Зурабович и Какали Ишсо Иванович. Скворчельский район. Округ номер 33, Скворчельский первый. 2061 человек проголосовало. В процентном соотношении 59,9. 52,9, извините. Во второй тур прошли Гарзолия Дамир Иванович и Эмурхба Беслан Инверович. Округ номер 34, Скворчельский второй. Проголосовало 1425 человек. В процентном соотношении 71,9. Во второй тур вышли Качарава Герман Вячеславович и Ткибучава Тимур Элвардиевич. И Гальский район. Округ номер 35. Проголосовало 1148 человек. В процентном соотношении 79,4.
по данному округу выиграл Шергеля Тимур Адамурович, который набрал 52,61%. Вот такие предварительные итоги голосования, учитывая протоколы окружных избирательных комиссий. Что касается округа номер 18, который я объявил, дело в том, что в соответствии с законом о выборах депутатов Народного собрания выигравшим считается тот кандидат, который набирает 50 плюс 1 голос от числа проголосовавших. Число проголосовавших в данном округе, учитывая 82 испорченных бюллетеня, проголосовало в общем по этому округу 1813 человек. Из них Лакербай Леонид Иванович набрал 906. Его оппонент набрал 825. Суммируя испорченные бюллетени, получается, что Леонид Иванович набрал 906, а Тарба Беслан плюс с испорченными бюллетенями 907. Не хватило одного голоса. Поэтому по данному 18-му округу будут повторные выборы, которые по законодательству Абхазии будут назначены в течение 2 месяцев Центральной избирательной комиссией. Спасибо за внимание. Коллеги, секундочку, мы вам микрофон дадим. И, пожалуйста, представляйтесь, когда будете задавать вопрос. Жила Кучуберия. Так, скажите, пожалуйста, в результате вчерашних выборов сколько кандидатов одержали победу? По 17 округам выборы предварительные, по подсчетам предварительного голосования, по 17 округам выбрались 17 депутатов. Вот. По другим 17 будут повторное голосование. По одному, как я сказал, будут повторные выборы. Следующий вопрос Санаид Гугурян. Анаид Гагарян, Эхо Абхазии. Скажите, пожалуйста, поступали ли в Центральную избирательную комиссию какие-либо жалобы о каких-либо нарушениях на участках? Спасибо большое. Практически от граждан, от избирателей, которые принимали участие в голосовании, не было никаких жалоб, но было одно заявление от кандидата по 26-му округу, от Ильи Чичиковича Гуния, о том, что по данному округу те люди, которые изъявили желание проголосовать на дому, участковая комиссия не всех успела обеспечить голосованием. Вот. Дело в том, что по данному участку было, по нашей информации, было около 50 заявок, вот, и 12 человек фактически не успели проголосовать, потому что у нас время с 8 до 8, вот, и за это время успели наши участковые комиссии объехать, не успели объехать 12 граждан. Вот. И по этому факту от Ильи Чичиковича Гуня было предложение о том, чтобы выборы в данном округе, чтобы было повторное голосование. Дело в том, что Центральная избирательная комиссия, ссылаясь на протоколы окружных избирательных комиссий, утвердила факт этого протокола, потому что из числа проголосовавших по данному округу это 2303 человека. Там все и наблюдатели, и доверенные лица, и члены комиссии, они этот факт подтвердили, расписались, вот, и по результатам подсчета в данном округе выиграл Харази Адгур Рафетович, так как он набрал 50,28%. Вот. Более подробно, если озвучить, то он набрал 1158 за, а за Гуня 748, то есть более 400 голосов разницы. Поэтому самое главное, от процента проголосовавших Харазия набрал 50,28%. Поэтому окружная избирательная комиссия, она
Именно такой протокол нам представила, который мы утвердили. У данного гражданина, если он не согласен с данным решением, он может обжаловать его в судебном порядке. Дело в том, что сегодня также поступило обращение данного округа от председателя окружной комиссии 26-го округа, что данные граждане, о которых идет речь, 12 человек, они написали заявление о том, на имя председателя окружной комиссии 26-го округа, что они территориально в тот день не находились на территории данного округа. Если у нас нет системы открепительных талонов, если данные граждане не находятся на территории округа, они не могут принимать участие в голосовании. Мы можем только в пределах округа и в пределах участков обеспечить данное голосование. И по этим заявлениям, которые нам представили, у них претензий по поводу того, что они не смогли проголосовать, у них претензий к окружной комиссии нет. Других обращений к нам в ЦИК не было. Коллеги, Низ Фарш, попрошу. Дмитрий Зурабович, хочу совместить сразу два вопроса. Через сколько будут назначены повторные выборы, я имею в виду в округах, где люди вышли во второй тур, и в том округе, где будут назначены новые выборы, значит ли, что туда могут регистрироваться и другие кандидаты, кроме тех двоих, которые есть? Дело в том, что по 17 округам будет повторное голосование, это не повторный выбор, именно повторное голосование. Они будут назначены в течение 2 недель. У нас есть срок в течение 2 недель провести повторное голосование. Что касается повторных выборов, то по данному округу номер 18 будут проведены выборы в течение 2 месяцев. Туда уже могут выдвигаться те граждане, которые имеют право политического голоса в этом отношении. Поэтому здесь, где повторные выборы, там уже ограничений в этом плане нет. Уважаемые коллеги, может, есть у кого еще желание задать вопрос? Спасибо за внимание. Вопросы исчерпаны. Дмитрий Зурабович, спасибо. Уважаемые телезрители, коллеги, на этом пресс-центр Центральной избирательной комиссии завершает свою работу. Спасибо всем за внимание и всего доброго. Будьте здоровы.